Так, значит так, приветствую всех. Всех, кто тут и по ту сторону. Да, драгоценные, в общем, я читаю и уже несколько раз перечитываю, стараюсь за раз, но не всегда получается. Es jau vairākas reizes lasu un it kā cenšos ar vienu reizi izlasīt. Ну, попивая кофе утром. Dzerot no rīta kafiju. Но не всегда сразу с одного раза получается в одном куске прочитать 118 псалом. Bet vienā reizē diezgan grūti izlasīt visu 119. psalmu. Но я разрешаю выучить его наизусть. Es viņu jums iesaku iemācīties no galvas un atļauju to. Да, сделайте это. И вы шедевр просто. Un jūs būsiet šedevrs. Да, хорошо. Габриэль будет учиться 118 псалом. Вот, все. Да. На латышском 119, да. Хорошо, дорогие, смотрите, я читаю. Вы знаете, да, когда мы читаем псалмы, mēs zinām, ka mēs lasām psalmus. Мы видим там разное состояние Давида. Mēs redzam šo Dāvidu, dažādo stāvokli. И не только Давида, а сынов Кореевых. Un ne tikai Dāvidu, bet arī Koreātu. Я не знаю, это сыны Кореевы, я не знаю, как это. Korefātu? Не знаю. Ну, tie psalmus. Да. Korefāts. Да, может быть, да. Ну вот, и так далее, да. И мы видим, они изливают свое состояние, страдания. Izlēs savu iekšējo būtību. Да, и даже это самое душевное внутреннее состояние. Dvēselisko iekšējo stāvokli. Но 118 псалом. Bet 119. psalms. Вы же читали 118 псалом. Jūs jau to noteikti esat lasījuši. Да, я вас призову, дома прочитайте еще раз. Un es jūs aicinu lasīt vēlreiz. Он реально начинается очень классными словами. Viņš sākās ar ļoti brīnišķīgiem Давайте первый стих прям зачитаем. Pirmo pantu lasīt. Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем, блаженны, хранящие откровение Его всем сердцем, ищущие Его. Они не делают беззакония, ходят путями Его. Svētīgi tie, kas ir nenoziedzīgi savos ceļos, kas staigā pēc tā kunga paušļiem, svētīgi tie, kas sargā viņa liecības un viņu meklē no visas sirds, kas nedara netaisnību, bet staigā viņa ceļos. И очень мне нравится 9 стих, если Un man patīk arī 9. pāns. Как юноше содержать в чистоте путь свой, хранением себя по слову Твоему. Аллилуйя. Kā jauneklis uzturēs savu ceļu šķīstu, kad viņš turēsies pie taviem vārdiem. Ну и там дальше можно сядь всем сердцем моим, ищу Тебя, видите, ищу Тебя, не дай мне уклониться от заповедей Твоих. Es tev meklēju no visas sirds, neļauj man aizmaldīties projām no taviem paušļiem. В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою. Es turu tavus vārdus savā sirdī, lai negrēkotu pret tevi. Да, ну вот, дорогие, смотрите, и интересно, да, что в этом псалме мы можем увидеть как минимум об одной теме, но 3 вещи Давид подчеркивает. Un šajā psalmā mēs varam redzēt, tā ir kā viena tēma, bet 3 sfēras, kuras viņš šeit atzīmē. Ну, таких 3, это если мы говорим о слове. Ja mēs runājam par vārdu. Смотрите, он говорит, откровения Твои. Viņš runā tavas заповеди Твои, tavi paušļi, уставы Твои, tavi nolikumi, закон. Un likums. Видите, это все как бы об одном, но все разные вещи. It kā par vienu, bet tomēr dažādi. Да, вот смотрите, вот мы читали с вами, и тут вот было. Буду хранить уставы Твои, не оставляй меня совсем. 8 стих. Es turēšu tavus likumus, neatstāj mani pavisam 8. pants. Да, вот, а вот в другом месте он прям закон говорит. Закон. Un citā vietā viņš saka likums, bausnība. Да, вот, это пятикнижие, это Тора. Tā jau ir Tora. Да, вот видите, то есть уставы это то, что Бог, ну, лично, давайте я так для себя принял, что вот я имел общение с Господом, как, ну, допустим, да, как Авраам с Богом, он говорит, делай так, и так не поступай. И Авраам, написано, взял это, да, ходи предо мной, допустим, непорочно, да, так Бог говорит Аврааму. Nu, Dievs Abrahamam teica, ko viņš teica? Я даже не знаю, как на латышском. Давайте. Staigā manā priekšā. Да, мне кажется, что так. Давайте я найду сейчас быстренько, чтобы это самое. Это где-то 20. Да, где-то первое. Да. Да, нашел. 17 глава, 1 стих.
Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему: «Я, Бог Сын Божий, ходи предо мною и будь непорочен». 17. nodaļa, 1. pāns, un Abrahamam bija 99 gadi, kad tas kungs atklājās Ābramam un teica viņam: es esmu tavs visuvarenais Dievs, staigā sava Dieva priekšā, tad tu būsi taisnīgs. О, видите, чуть по-другому, чем на русском, но суть одна. Nedaudz savādāk, Да. bet Видите, tas pats. это не закон, Tas то есть nav, не Тора. tā nav Tora. Это устав, который Бог дает лично человеку. Tas ir nolikums, ko Dievs personīgi Да, cilvēkam deva. понимаете, да? Закон приходит после. Jo likums viņš nāca pēc. Да? И как основа, давайте, если говорить о Аврааме, сравнить устав и закон, Un, ja mēs runājam par Abrahamu, par šo nolikumu un par bauslību, то обрезание, вот эта часть уже Торы, да? tad šī Понимаете разницу? atzīšanās tā jau ir tā Toras daļa. Да, это уже закон, все. Это вообще никак. Это в то время. Мы говорим о том Tā времени. laikā tas Ну хорошо, bija bauslība. возвращаемся к Давиду. Bet atgriežamies atpakaļ pie Смотрите, Dāvida. и вот эти несколько вещей, 4, которые я назвал, Šīs 4 lietas, ko es nosaucu, Давид сквозь 118 псалом их проговаривает множество раз. caur šo 119. psalmu Dāvids ļoti daudz reizes šos piemin. Я хочу кое-что вам показать, Давиде, что же было так ценно для Давида, Un es gribu jums parādīt, kas tad bija tas tik ļoti vērtīgais Dāvidam, почему он так любил законы Божьи. kādēļ viņš tik ļoti mīlēja Dieva Я likumus. вот читаю, не знаю, вот это я говорю о коротком периоде времени, да, я читаю раз 5, наверное, уже. Es jau kā 5. reizi lasu Я не за всю šo. жизнь говорю, а в коротком периоде. Es Да. nerunāju par visu savu dzīves laiku, bet tieši par īso laika periodu. Удивляет Un mani ļoti то, как pārsteidz он говорит. to, kā viņš Давайте runā. пару стихов, потом пойдем уже то, что я хочу определенно Daži panti, сказать. un tad teikšu to, ko es gribu. Откровения твои, утешение мое, советники мои. Да, извиняюсь. 24. 24. Tavas liecības ir mans prieks un manas padomu devējas. Видите? Советники, мне так нравится. Padomu Видите? devējas. Откровение. Это не Atklāsmes. закон. Tas nav likums, Это не повеление. tās nav pavēles, А написано, что Бог открылся Аврааму. bet ir rakstīts, ka Dievs atvērās Ābrahamam, А Моисею вообще открылся в другом имени, так как я сам не открывался. Помните, да? Mūzum viņš atvērās vispār savādāk, kā viņš vēl nevienam nebija Видите, то atvērts. есть что-то там, что Давид, когда он получал откровение, то это было его утешением, и не только. Un bija kaut kas īpašs, ko Dāvids saņēma šo atklāsmi, kas bija viņa mierinājums И советник un padomdevējs на пути жизни. viņa dzīves ceļos. И вот меня вот эта мысль, она меня восхитила. Un šī doma ļoti mani pārsteidza. Так прям заманила мое внимание. Tā mana uzmanību tam pievērsa. Вот подумайте, что же Давид такое имел, что он не отступал сквозь весь псалом, говорит: я откровений твоих не оставлял. Ko tad Dāvids saņēma tādu, kad viņš visu psalmu garumā День и sāka, ночь размышлял о них. Вот задумайтесь. kad viņš dienām un naktīm domāja par šiem Давайте еще paušiem. один стих. Par Вот šiem это просто lietām. бомба для меня. Я не знаю, как для вас, но для меня Un вообще. vēl viens pāns, Я kas перескакиваю, man потому что ļoti меня это вдохновляет. un tas man iedvesmo. 96 стих. 96. Я видел предел всякого совершенства. Вы послушайте, церковь. Es redzēju, ka pat visām pilnīgām lietām ir gals. Видите? То есть я видел предел всякого совершенства. Es redzēju, ka pat visām pilnībām lietām ir gals. То есть он видел совершенные вещи. Viņš redzēja šīs pilnīgās lietas, И он понимал, что там есть предел. un viņš redzēja, ka tām ir beigas arī Предел, рубеж. robežas gals. Но твоя заповедь безмерна. Bet tavi paušļi ne ar ko nav Эй, ierobežoti. послушай, надо обрезаться. Заповедь. И что там обширного? Ладно, конечно, не об этом там идет речь, но сама суть. Задумайтесь, что Давид мог накопать в заповедях. Ko Dāvids varēja uzrakt šajā bauslībā? Что? Ko? Вот что, драгоценный? Ko? Вот задумайтесь, задайте себе вопрос. Uzdodiet jautājumu Я sev. знаю ответ. Я думаю, что я знаю. Man Я liekas, уверен, ka es что, zinu atbildi. я уверен, что
ну, все знать невозможно, да? Nav jau iespējams visu Но zināt, некие вещи Бог дает нам понимать. bet ir kādas lietas, ko Dievs man dod Мы уже вначале saprast. прочитали, Un sākumā jau mēs lasījām, что заповедь дает. ko dara, ko dod pauslis. Во-первых, утешение. Tas dod mierinājumu, Во-вторых, совет. otrām kārtām padomu. Да. И еще где-то был стих, я его не записывал, что заповедь, она привела к богатству. Ну, я своими словами. Своими Un словами. vēl ir kāds pāns, kad tā paustība ved pie bagātības. Так, хорошо, давайте, ладно, сейчас пойдем так, как я уже... Вот, давайте возьмем 28 стих. 28. pāns. Душа моя истаивает от скорби, укрепи меня по слову Твоему. Mana dvēseles skumst asarās, stiprini mani ar savu vārdu. Вот, дорогие, вот мы возвратимся к тому, что я начал вначале. Состояние души. Tātad viņa dvēseles Или stāvoklis, жизни. vai dzīves, Или обстоятельства. vai У apstākļi. нас бывают плохие обстоятельства. Vai mums ir slikti apstākļi? Бывает, что нас что-то давит сильно. Бывает. Vai gadās, ka mūs kaut kas Смотрите, nospiež? но Давид знал что-то Bet Dāvids zināja kaut о ko слове, par о vārdu, заповеди, par likumu, чего, наверное, мы знаем, но мы в этом не живем. ko Так говорит. mēs noteikti zinām, bet mēs tajā nedzīvojam. Потому что он говорит, Jo viņš saka, что укрепи меня по слову Твоему. stiprini mani pēc sava vārda. То есть он знал слово, как оно работает. Viņš zināja, kā vārds strādā. Он знал, дорогие, вот откровение. Viņš zināja, ka atklāsmes, Нет, смотрите, он знал тот момент, что когда в тот момент, когда это ему открылось, оно так сработало в его жизни. jo tajā brīdī, kad tā lieta atklājās, tad tas nostrādāja Вот это, dzīvē, допустим, утешение. tas Когда он mierinājums, очень нуждался. kad viņam bija ļoti liela Пришел Бог, nepieciešamība. изрек слово. Atnāca Dievs un pateica Давид vārdu, утешился. un Dāvids И mierinājās. вот это было как откровение того, что в этой ситуации ему Бог пришел в помощь. Вы понимаете, это примитивно очень. Un tā bija tā atklāsme, kā Dievs parādījās Dāvidam. То есть он получил откровение Viņš saņēma atklāsmi, о том, как Бог... Давайте даже так скажу. Давид получал откровение, наверное, поначалу в каждой ситуации, как Бог его утешал, спасал, направлял, совет давал. noteikti katrā situācijā Dievs atklājās Dāvidam, caur tur kaut kādām, visādām situācijām. Давайте Tā brīdī, kā viņš jutās. Да, будем давайте читать дальше. 61 стих. 61. Стези нечестивых окружили меня. Bezdievi apmetuši ap mani valgus. Смотрите. Но я не забывал закона Твоего. Tomēr es neaizmirstu tavus baušļus. Видите? Смотрите, дорогие, тут есть два момента. Šeit ir divi Я momenti. чуть забегу наперед, но вы, когда будете читать дома 118 псалом, вы это увидите. Kad jūs lasīsiet šo 119. psalmu, jūs ieraudzīsiet. Есть два момента. Ir divi Давид momenti. избирает уповать на слово, Dāvids, viņš nolemj to, ka viņš paļausies uz и vārdu, он тверд в своем решении. un viņš ir stiprs savos Приходит lēmumos, испытание, un nāk pārbaudījums. и смотрите, прямо вчера мне позвонил один человек, Un vakar man piezvanīja viens cilvēks, и это не о нем, но это так бывает у людей. un tas nav par viņu, bet tā cilvēkiem Он говорит, gadās. я устал. Viņš saka, Порой es кажется, esmu что noguris, все бы даже оставить и все, то есть веру и Бога и все. un viņš saka, ka brīžiem gribas visu atstāt, gan ticību, gan Он Dievu. говорит, я боюсь, чтобы не сломаться. Es baidos salūst. И я подкрепил его, я подсказал ему, что и как. Es viņu stiprināju un teicu, kā viņam rīkoties. Вот Давид Un lūk, в Dāvids такой же ситуации. ir tādā pašā Может, он situācijā. Bet ko viņš saka? Но я слово Твоего, нет, но я не забывал закона Твоего. Tomēr es neaizmirstu tavus baušļus. Дорогие, почему закон надо знать? Kāpēc bauslība ir Божий jāzina? закон. Kāpēc Dieva bauslis Закон ir Духа jāzina? жизни. Jo tas ir, Не, почему надо знать закон Духа жизни? kāpēc ir jāzina dzīvības Я не знаю, как на русском. gara bauslis? Как в Римлянах? Духа. Знаю. Я не знаю, как в Римлянах. Это в Римлянах написано. Закон Духа жизни. Dzīvības gara bauslis. Ну, наверное. Хорошо, дорогие, почему важно знать? Kāpēc ir svarīgi Смотрите, zināt?
когда ты знаешь закон, kad tu zini bausli, что бы и как бы тебя не обвиняли, lai arī kā tevi apvainotu, но если, то есть, нет, смотри, ты знаешь его, tu zini viņu, и если ты соблюдал его, un ja tu rīkojies attiecīgi, то что бы люди не говорили, lai arī ko cilvēki runātu, ты будешь оправдан по этому закону. tu būsi attaisnots Смотрите, pēc и šī Давид говорит, baušļa. враги обступили, он понимал, что все, может быть даже смерть. Un Dāvids saprot to, ka viņu ir ielēkuši ienaidnieki, viņš Saul var arī когда хотел nomirt. убить его. Nu, tas ir par to gadījumu ar Saulu. Он справедливо сказал? Нет. Vai viņš teica tā kā taisnīgi? Nē. Cieta. Cieta, Да. taisnīgi. Но нет. Nē. Прошли годы. Pagāja gadi, Но интересно, да? Что закон спас Давида. bet interesanti tas, ka bauslība izglāb Dāvidu. То есть, если вот Бог сказал, ты будешь. Ну, давайте скажем условно. То, что Бог говорит, это как закон. Это все, это неотменимо. Jo to, ko Dievs ir teicis, tas ir nemainīgs un tas arī piepildās. Слушайте, и Давид, зная заповедь, зная закон, Un Dāvids, zinot bauslību, zinot šos likumus, он неуклонно стоял. viņš tajā stingri И stāvēja. вот второй момент. Un lūk, otrs Как вам moments. кажется, Kā jums šķiet? вы замечали такое? Vai ievērojat, Когда ты что-то решаешь в своей жизни, ka tu kaut ko izlem savā dzīvē, всегда это будет испытано. vienmēr tas tiks pārbaudīts? Вы замечали, да? Vai esat ievērojuši? Даже то, что ты говоришь, завтра буду поститься, и уже с вечера начинается все. Un to, ka tu saki no rīta es gavēšu un vakarā Уже начинаются интересные вещи. jau iesāks Начал interesantas утром lietas. пост, и яблоко, которое стоит в корзине уже неделю, уже чуть такое цвет поменяло, прямо оно становится очень интересным для тебя, для твоего взора. Tad, kad tu esi iesācis gavēni, tev pat tas ābols kārtiņa, kas jau nedēļu ir stāvējis un jau krāsa ir mainīgs. Даже сухарик, который уже стоит, чтобы его в мусорник выкинуть, уже интересным кажется. Pat tas grauzdiņš, kas jau ir uz miskasta domāts likt, pat viņš liekas interesants. Конфеты сосательные, которые ты не ел недели 2-3 в тот день, они прям очень вкусные, кажется. Un arī konfekts, kurus jau 2-3 Не nedēļas ir шоколадные, stāvējuši. сосательные. Sūkājumās konfekts, pat tās liekas interesants. Ну, это просто самая примитивная Un tas вещь. ir tāds primitīvs lietiņas. Вы замечали, что когда вы решаете, что вы будете молиться, и обязательно вам все испортит кто-то? Un ievērojot to, ka jūs nolēmat, ka jūs lūgsiet Вечером в 9 часов. kaut kas jūs vienmēr attur no tā. Ну, ты решил, что каждый день буду в 9 часов молиться. Un tu esi izlēmis tur 9 katru dienu lūgt. Обязательно кто-то позвонит с очень горячей нуждой. Un noteikti kāds piezvanīs ar ļoti steidzamu vajadzību. Ну, то есть, понимаете, дорогие, к чему я клоню? Ko es gribu pateikt? Что когда ты делаешь выбор, Tad, kad tu veic šo izvēli, это всегда будет испытано. tas tiks pārbaudīts. И что меня вдохновляет во всем этом? Un kas mani tajā visā iedvesmo, Давид неуклонно Dāvids, viņš nemainīgi, не менял своей позиции. viņš nemainīja savu Да, мы pozīciju. знаем с вами, что он тяжко споткнулся, Jā, mēs zinām, ka viņš smagi но kļūdījās, все равно. bet tik un tā. И он тут в псалмях, он тоже и говорит, что... сейчас посмотрим, давайте идем дальше. Ejam tālāk. 67 стих. Прежде 67. страданий моего я заблуждался. Es maldījos pirms kļuvu pārbaudīts un pazemots. Пожалуйста. Lūk, Вот на латышском вообще-то классно сказано. Прежде страданий моего я заблуждался. es maldījos pirms kļuvu pārbaudīts un pazemots. На латышском говорится, что... Еще раз. Es maldījos pirms kļuvu pārbaudīts un pazemots. Я заблуждался до того, как я был испытан и унижен. И смирен. Понижен, смирен, да? Pazemots. Представьте себе. До этого я заблуждался. Pirms tam es maldījos, Почему? Потому что чего-то не понимал. tāpēc es kaut ko И вторая nesaprotu. часть стиха. Un otra daļa. А ныне слово Твое храню. 67 стих, вторая часть. Jā. А ныне слово Твое Bet храню. tagad es turu tavu vārdu. Видите, испытания Redziet, šie pārbaudījumi, направили Давида tie Dāvidu atvirzīja atpakaļ, изучить, mācīties, как работает закон в пользу человека. kā likums strādā par labu cilvēkam. Давайте еще прочитаем, как работает. Как юноше содержать в чистоте путь свой, хранением себя по слову Твоему. Вот так.
Kā jauneklis uzturēs savu ceļu šķīstu, kad viņš turēsies pie taviem vārdiem. Слово Твое сокрыло в сердце своем, чтобы не грешить. То есть, Viņš tur vārdu savā sirdī, lai negrēkotu. то есть понимаете, драгоценные? Saprotiet, Видите, то есть страдания, ciešanas, они заставляют нас вникнуть, tās mums liek mums вникнуть в закон совершенный. iedziļināties šajā pilnības likumā. Вы знаете, что есть закон совершенный? Ziniet, kad ir pilnības Это не то же likums. самое, что Тора. Это в Новом Завете. Tas nav tas pats, kas Tora, bet tas jau ir jaunās darbības Есть likums. закон Духа жизни, Ir dzīvības gara likums, есть закон совершенный. ir pilnības Об этом likums. Иаков пишет. Par to raksta Знаете, Jānis. что такое закон Un совершенный? ziniet, kas ir pilnības Любовь. likums? Mīlestība. Любить Mīlēt. безвозмездно. Это закон совершенный. Mīlēt bez nosacījuma. Видите, драгоценные, когда ты знаешь, понимаешь, как закон работает, Kad tu zini, kā strādā šis likums, когда знаешь, но не делаешь, тому грех написано, да? bet ja tu zini un nedari, tad tev tas ir Приходит grēks. испытание, Nāk pārbaudījums, ты познаешь закон, ты вникаешь в него, углубляешься, получаешь откровение, tu iepazīsti likumu, tu saņem šīs atklāsmes, как Бог действует. kā Dievs darbojas. Оно становится для тебя советом для дальнейших шагов, так? Priekš tevis, priekš taviem tālākiem ceļiem, tas kļūst par padomdevēju. Давайте чуть еще сначала. Ты заблуждаешься, Tu maldies, ты начинаешь страдать, tu sāc ciest, начинаешь вникать, sāc iedziļināties, это тебя утешает, tas tevi mierina, дает откровение, dod atklāsmi, совет, padomu, как дальше идти. kā tālāk. И смотри, что дальше происходит. Un kas tālāk notiek? Мы читаем про Давида дальше. Mēs lasām par Dāvidu tālāk. Дальше мы видим, дорогие, что он даже несмотря на все это, Un pat neskatoties uz to visu, когда он написано «Я хранил Слово Твое», kad viņš teica, ka es esmu glabājis tavu vārdu, а все равно враги нападают. bet tik un tā ienaidnieki viņam uzbruk. Вот это вторая часть. Ведь первая, когда ты заблуждаешься, ты вникаешь, и это тебя утешает. А вторая, Pirmais, ka tu iedziļinies tajā likumā un tas tevi она atklājas, выводит тебя из трудностей. tas tevi izved no А вторая, grūtībām, ты будешь испытан. bet otrā daļa ir tā, ka tu būsi pārbaudīts. Насколько же ты твердо будешь стоять в том, что ты получил как откровение. Cik spēcīgi tu stāvēsi tajā, ko tu esi saņēmis kā atklāsmi. Драгоценный, заметь, всегда, когда тебе пророчествуют, Ievērojiet to, ka vienmēr, kad tev pravieto, пророчество так сбивается. pravietojumi tāpat vien neizpildas. Почему? И Kādēļ? столько людей, мне пророчество не исполнилось. Un daudz cilvēki saka, ai, man pravietoja, bet nekas Потому что у nepiepildās. нас есть вор. Jo ienaidnieks viņš taču ir zaglis. Насколько ты ревнуешь. Cik ļoti spēcīgi tu esi Насколько ты kreisīgs, молишься об этом. cik stipri tu lūdz par Что to. ты делаешь ради того, чтобы войти в это пророчество? Ko tu dari, lai ieiet šajā pravietojumā? То есть вы поняли, да? Sapratāt? Всегда Vienmēr ты будешь испытан. tu būsi Давай идем pārbaudīts. дальше. Читаем дальше. Lasam tālāk. Так. 83 стих. 83. Я стал как мех в дыму, но устава твоих не забывал. Es esmu kļuvis kā ādas vīna trauks dūmos, tomēr es neaizmirstu tavus likumus. Я размышлял. Я когда первый раз прочитал, я все переводы пересмотрел. Что за мех? Какой мех? Почему мех? Un, kad es pirmo reizi izlasīju, es meklēju šajos te tūkojumos, ko nozīmē šis ādas vīna trauks Вы dūmos. знаете? Jūs zināt, kas tāds ir? Знаете, почему так? Zini, kādēļ tā? Кто знает это? Интересно, да? Да, я сначала думал, мех, что за мех? Потом прочитал латышский перевод и понял. Но я прочитал, почему он не записал себе, не помню, как дым влияет. Там было, что дым влияет как-то на этот мех. Ну, мех это, вино где сохранилось. Да, на кожу влияет. Да, из кожи как-то влияет. Ну, сейчас не об этом. Tie dūmi, viņi kaut kādā veidā ietekmē šo ādas trauku, kur vīns stāvēja Видите, то iekšā. есть, мех он вообще такой дряхлый, как бы вялый такой, да? Nu, it kā āda pat no sevis ir tāda mīksta un Я ņemgana. стал таким, но, видишь, я устал твоих все равно
не забыл. Es esmu palicis tāds, bet tik un tā es neaizmirstu А tās уставы lietas. это направление, это такие, ну не рекомендации, это более чем рекомендации. Un likumi tie ir tādi, nu, tā kā vairāk nekā ieteikumi. Да. Видите, я не забывал, говорит. Es neaizmirstu. Я все равно стоял твердо. Es tik un tā Видите, stipri stāvu. мы считаем, это уже дальше мы идем, это уже не начало псалма, уже чуть-чуть дальше, да. Un jau tālāk ir teikts, И он не теряет сам фокус, да. to, ka viņš nav pazaudējis šo savu sākotnējo fokusu. Давайте 95-й. Un 95. Нечестивые подстерегают меня, чтобы погубить. А я, смотрите, так круто, а я углубляюсь в откровения твоих. Bezdievi man uzglūn, lai mani iznīcinātu, bet es raugos uz tavām liecībām. А, тут на латышском написано свидетельство. Liecībām. То есть свидетельство. Liecības. Какие? Kādas liecības? Свидетельство о том, какой Бог, откровение, познать, как Бог действует. Šīs liecības par šīm atklāsmēm, kā Dievs darbojās. Свидетельство, как велик Бог. Liecības par to, kāds varētu Как būt Dievs. безграничен. Cik bez nosacījuma ir viņš. Согласитесь, дорогие, Jūs piekritīsiet. что Давид знал что-то о Боге больше, чем мы с вами. Dāvids zināja par Dievu kaut ko vairāk nekā mēs. Что-то о его могуществе он знал больше. Kaut ko par viņu varenību viņš zināja Знаете, vairāk. как он это познал? Un ziniet, kā viņš to В iepazina? пещерах, убегая от Саула, от сына своего и так далее. Šajā salās, kur viņš bēga no Saula, Не там, когда он был на поле. ne jau tur, kur viņš bija Побеждал laukā, медведя. kur viņš льва. uzvarēja šo lāci vai lauvu. Там это его среда была. Он как пастушек разодрал и побежал дальше. Tā bija viņa ikdienas vide, Он говорит, я догонял, говорит, из косм доставал, и все. Вот так легко вот просто. un Говорит, viņš какой-то Голиаф. ļoti viegli to stāstīja, ka tas ir ļoti viegli izdarāms. Да, и Голиаф такой необрезанный. Un arī šis Goliāts neapgraizītais Видите, он krikšķīgais. был уверен в своем Боге, он знал Бога так, как мы с вами, к Viņš сожалению. bija pārliecināts par savu Dievu, jo viņš viņu zināja labāk nekā И вот эти mēs. свидетельства, Un šīs то liecības, есть то, как Бога он познал, это открытие, откровение, видите, открыть то, каков есть Бог. un tas liecības un šīs atklāsmes par Dievu, Это как ученые говорят, открыли. un kā tagad zinātnieki saka, ir atklājuši, Открыли что-то, да? kaut ko говорят. ir Ну, atklājuši. когда-то Америку открыли. Nu, да. kādreiz to Ameriku Ну, atklāja. так, да. Nu, tā. Вот так вот есть возможность открыть для себя Бога так, как ты его не знал. Ir iespēja atklāt Dievu tā, kā tu to agrāk neesi И смотрите, zinājis. что важно, дорогие. Un kas ir svarīgi Когда zināt? нам трудно, Tad, kad mums ir grūti, мы не всегда вспоминаем, что можно обратиться вот к Богу и даже в этой трудности. mēs nevienmēr zinām, kad var vērsties pie Dieva, lai atrisinātu šo Мы problēmu. мучаемся, страдаем, Mēs labāk смирны. mocamies un ciešam. То есть до этой проблемы Līdz šai problēmai мы знали, что Бог силен. mēs zinām, ka Dievs ir spēcīgs, Правда? Но как пришла мега проблема, bet, kad atnāca šī mega lielā problēma, тут Бог, наверное, там, да, помог, а тут я не знаю, кто поможет. tur nē, šeit nē, Dievs nevar vairs palīdzēt. Agrāk jā, bet ne jau šeit. Да коли приходит опять, заново Бог себя открывает, являет свою силу и мышцу так. Līdz tam brīdim, kad Dievs atkal atnāk un atkarās un parāda savu varano Так вот, būtību. смотрите, что делает враг. Ko dara Что ienaidnieks? делает враг? Нечестивый подстерегает меня, чтобы погубить. Это 95-й. Bezdievi man uzglūna, lai mani iznīcinātu. Да. А он говорит, а я углубляюсь в откровения твои. Bet es raugos uz tavām На liecībām. латышском сказано, я взираю, смотрю. Es raugos, skatos. Да. То есть, смотрите, враг перед ним, то есть он понимает, он убежал, все спрятался, допустим, в пещере, да, Ienaidnieks viņu priekšā, viņš ir tā kā aizmucis, paslēpies alā, дал дёру. viņš ir То aizmucis. есть фокус весь на том, что сейчас меня убьют. Viņa fokus ir uz to, ka mani nogalinās. Но Давид молодец, он профессионально смещает свой фокус Bet Davids, viņš bija malacis, jo viņš varēja savu fokusu novirzīt из видимой трудности, no šīs redzamās grūtības, фактически физической. kas bija faktiski un fiziski. Ну, давайте возьмем за основу, как Саул копьем мечет в него. Nu, tas, kā, kad Sauls viņam met ar šo
šķēpu. Да, вы должны понимать, что Саул был филистимлянин. Jums ir jāsaprot to, ka Sauls, viņš bija filistietis. Вениаминитянин. Nē, Benjamīnietis. Да. А вениамитяне, Un benjamīnieši, они бросали в волосы, не промахивали. viņi, kad В meta волос. šķēpu, Прощу. Лаинга. Kad viņi meta lingu, viņi meta tik, Левой рукой написано. tik precīzi, ka viņi varēja pat mātu galiņu. В волос попадали, не промахивали. Viņi pat līdz mata tiesai neaizvāja garām. Поэтому Саул не мог промазать, когда он кидал в Давида. Tāpēc Sauls viņš nevarēja aizmest garām, kad viņš meta Dāvidu. А знаете, что его хранило? Ziniet, kas viņu Я sargāja? знаю. Es zinu. Слово Божье. Viņa sargāja Dieva vārds, Пророческое слово. pravietiskais, Ты будешь царь. jo Dievs bija teicis, ka Dāvids Это būs. закон. Все. Un tas jau ir likums. Бог сказал пророку, пойди помажь ему. Фу, и его идут помазывать. Все. Dievs Бог teica, сказал, pravietim, нет, lai нет. viņš iet un svaida Dāvidu, un pravietis gāja un svaidīja Dāvidu pret viņu. Понимаете? И Саул не промазать, когда кидает. Un Sauls viņš nevarēja aizmest garām. Но просто он не знал того, что Бог сказал. Bet viņš nezināja to, ko Dievs А Давид bija знал. teicis, bet Dāvids А zināja. Давид знал, что Бог сказал. Dāvids zināja. И он не только сказал, Un viņš ne tikai он запечатал это целым рогом елея. bet viņš Помазанием, дорогие, помазанием. Viņš bija svaidīts ar eļļu, ragā bija eļļa, un tas bija svaidīts. Это помазание, дорогие. Tas ir Видите, svaidīts. только помазание способно тебя сохранить. Un tikai svaidījums var tevi pasargāt. И Давид говорит, я вникаю, я взираю, я смотрю, я от видимой проблемы свой взор поворачиваю на невидимого Бога, на слово, которое не пощупаешь, так не возьмешь и не попьешь его так вот. От видимого, от взора отвернул на невидимое, но он это так видел. Viņš savu skatu no redzamā aizgrieza uz neredzamo, Но это невидимое стало для него более реально, чем... bet tas neredzamais viņam kļuva daudz reālāks nekā redzamais. Понимаете? Вот и все, дорогие. Saprotiet? Таким образом. Un tādā veidā, Таким образом. Давид побеждал. Dāvids uzvarēja. Что бы ни стоило. Вы просто почитайте сами, вы увидите, какие бы трудности он не был, его упорание был Бог, и Бог его выводил. Lai arī kādas grūtības būtu Dāvidam, viņš tik un tā paļāvās uz Dievu, un Dievs izveda tām cauri. Понимаете, дорогие, поэтому ты будешь испытан. Tāpēc tu būsi pārbaudīts. Страдания придут Ciešanas nāks по двум причинам, как минимум. divu iemeslu dēļ. Если ты заблуждаешься, Pirmais, ja tu maldies, чтобы тебя смирить, успокоить и направить на путь правильный. lai tevi samierinātu un atgriezt atpakaļ šī pareizā ceļa. То есть, поймите, это не наказание Божье. Un tas nav tā, ka Dieva sots. Это когда мы делаем неправильно, Tas ir tad, kad mēs darām мы сами на nepareizi. свою голову навлекаем проблему. Mēs paši uz savu galvu šīs problēmas И uzliekam. Бог просто ставит обстоятельства, которые выводят нас оттуда. Un tad Dievs veido šos apstākļus, lai mūs no tā Он izvestu допускает ārā. их. Viņš tos pieļauj. Мы смиряемся, Mēs samierinamies, меняем свой фокус, mēs mainām savu свой fokusu, путь, savu ceļu, ну и потом мы крепнем, tad mēs esam stiprāki. и враг опять ставит обстоятельства, Un tad atkal ienaidnieks veido šos apstākļus, чтобы посмотреть, насколько же ты уверен в своем Боге. lai pārbaudītu, cik tad tu esi pārliecināts par savu Dievu. Насколько же ты, то, что ты говоришь, что уповая на Него, насколько же ты тверд в этих словах, так? Par to, ka tu saki, ka tu paļaujies uz savu Dievu, cik tad tu esi spēcīgs šajos vārdos. Так бывает. Tā gadās. Но Давид, Bet Dāvids, он знал, кто viņš его Бог. zināja, kas ir viņa Dievs. Что бы на него ни послали, Lai arī ko uz viņu uzsūtītu, он уповал на Бога. viņš paļāvās uz Dievu. Да, мы читаем в этом же псалме, сколько еще, Господи, когда же ответ? Un šajā psalmā mēs varam arī lasīt to, ka Dāvids saka, cik vēl ilgi Dievs, Где ответ? kur tu esi, kur ir Но atbilde. все равно постоянно он говорит, и тут столько стихов.
преклони сердце мое к откровениям Твоим. Это он просит Бога. Un šeit viņš prasa arī 36 стих. Dievs, Преклони сердце мое к откровениям Твоим, а не к корысти. piegriez manu sirdi tavām liecībām, bet ne mantas kārei. Видите, вот просто почитайте, дорогие, я вас уверяю. Постарайтесь так, может за раз. Знаете, почему я не считаю за раз? Ziniet, kādēļ es to visu nelasu vienā reizē? Потому что очень много, каждый стих, он так важен. Jo pantu ir ļoti daudz, bet katrs ir И svarīgs. когда ты много прочитал, ты уже забыл начало. Un tad, kad tu esi ļoti daudz jau izlasījis, tu jau esi sākumā Читаю на 3-4 aizmirsis. раза, я делю. Es to dalu vismaz 3 vai 4 reizēs. Потом смотрю, где в этом же псалме Un tad- есть схожие моменты. Un tad es meklēju šajā psalmā, kur ir tādas līdzīgas vietas. Хорошо, давайте закончим такими словами. Pabeigsim ar tādiem vārdiem. 105 стих. Вот это 105. мне pants. нравится. Смотрите, дорогие. Почему так важно для Давида было слово? Kāpēc Dāvidam bija tik ļoti svarīgs Слово vārds? Твое светильник ноге моей и свет стези моей. Tās vārds ir manu kāju spīdeklis un gaišums uz maniem ceļiem. Видите? То есть на английском написано на путях. Uz ceļiem. То есть куда бы я ни пошел, Lai kur es ietu, если я в слове, ja es esmu оно vārdā хранит меня, un tas mani и sargā, оно освещает мой путь, я не споткнусь. tad tas mani apgaismos un es neklupšu Ja savos nešķiros. ceļos. Es Я не nekļūdīšos, запутаюсь. es neapmaldīšos. Такой великий муж Божий, Верон Аш, Tāds varens Dieva vīrs, Vērons Ašs, он говорит, я вам скормлю все по крохам. viņš saka, es Мысль. jums šo domu sadalīšu pa drumstaliņām. Чтобы вы не запутались, а если запутаться, то надо будет чья-то помощь. Lai jūs nemaldītos, un ja nu apmaldīsieties, tad jums būs Только с чьей-то nepieciešama помощь. palīdzība. То есть так просто донесу вам. Es to atnesīšu jums tik ļoti Чтобы vienkārši. запутаться, придется кому-то сильно помочь. Ja jūs apmaldīsieties, tad kādam vajadzēs ļoti spēcīgu Вот, palīdzību. драгоценные, когда ты в слове, и слово тебя ведет, Tad, kad tu esi vārdā un vārds tevi vada, невозможно запутаться. tad nav iespējams apmaldīties. Нужен кто-то, чтобы ты реально запутался. Ir vajadzīgs kaut kas, lai tu reāli varētu Это сам apmaldīties. дьявол, конечно Un же. tas jau, protams, ir pats sādans. Но он бежит от света Божьего. Bet sādans jau bēg no Dieva Если ты в gaismas. свете, Un ja tu esi ты в gaismā, общении tad tu esi sadraudzībā со святыми, ar svētajiem. кровь Сына Его Иисуса Христа очищает тебя от всякого греха. Un Jēzus Kristus asins attīra tevi no visiem Un последний grēkiem. стих. Un pēdējais pāns. 111. 111. Откровения Твои я принял, как наследие навеки, ибо они веселье сердца моего. Tavas liecības ir mans mūžīgs iegūms, jo tās ir mans sirdsprieks. Видите, на латышском чуть опять по-другому, что, мысль одна, да, что навечно, то есть это вечное богатство. Mūžīgs iegūms, mūžīgi bagātība. Вот оно есть, это егумность, да, то есть это вечное приобретение, это больше, чем золото, это Tas больше, ir чем... vairāk nekā zelts, Потому что это веселье сердца. jo tā ir sirdsprieks. Дорогие, а что такое? Унылый дух, что? Bet ko dara Служит кости. noskumis? Сердце веселое. Gars lauž kaulus Сердце веселое. un Как jaukas врачество для sirds. тела. Kas? Врачество для тела. Казалось бы, Zāles miesai. пожалуйста, дорогие. Вот и все. Вот он. Lūk, Просто. ļoti vienkārši. Навечно. Вечное приобретение. Mūžīgs ieguvums. Ты будешь не стареть. Tu nenovecosi. Будешь долго молодым. Tu būsi ilgi Потому что jauns. стресс, переживания, волнение, недоверие Богу и недоверие... Знаете, когда ты не доверяешь Богу, ты не доверяешь людям, ты не доверяешь начальнику, никому не доверяешь. Jo šis stress un viss, kas tavā dzīvē notiek, un neusticība Dievam, tad ar to tu neusticies arī cilvēkiem un nevienam. И все, а это все очень пагубно влияет на твое тело. Un tad tas ļoti ietekmēs sliktā veidā uz tavu miesu. Это твоя душа страдает, Cieši tavu dvēseli. душа находится в крови, Dvēselē ir asins, dvēsele ir asinīs, да, а кровь во всем твоем теле, un asins ir visā и tavā влияет на miesā. все твое тело.
Un tas ietekmē visu tavu miesu. Cilvēks ātri болеют много, daudz slimo прежде времени умирают. un pirms laika nomirst. Пусть любит веселое сердце. Lai tev ir jautra sirds. И откровение Божье Un šīs Dieva atklāsmes пусть будет твое лучшее вечное приобретение. ir tavs lielākais ieguvums. Сейчас я помолюсь. Давай, я помолюсь, давай. Давай я помолюсь. Пускай идет. Да. Я хочу помолиться в эфире, чтобы люди тоже могли получить. Да, я хочу высвободить прямо что-то. Es gribu atbrīvot То, о чем я сказал. to, ko es teicu. Во имя Иисуса Христа. Jēzus vārdā, Отец Небесный, debes я Tēvs, благодарю Тебя es tev за pateicos Слово Твое, par tavu за vārdu, откровение, par tavām за atklāsmēm, наставление, направление, norādījumu, за norādēm, уставы Твои. par norādēm. Господь, я благодарю за откровения Твои, Pateicos par tavām atklāsmēm, за Твои свидетельства. par tavām liecībām. Я благодарю. Es tev pateicos. Я благословляю народ. Un es sveitīju tautu. Каждого, кто здесь, и кто там, и кто будет потом слушать. Katrs, kas ir šeit un kas ir, Пусть Слово Божье будет для тебя светом для твоей ноги. lai Dieva vārds ir gaismeklis tavām Если kājām. ты запутался, Ja tu esi во имя maldīgs, Иисуса я повелеваю, прямо сейчас распутайся. es Jēzus vārdā pavēlu tev tagad pat atraisīties. По Слову Божьему распутайся. Dieva vārdā atraisīties. Цепи, кандалы, веревки, нити, все, что было, сети, во имя Иисуса, падите. Ķēdes, virves, sieti, viss krītiet. Все, что тебя смущает, угнетает, удручает, приводит в унылое состояние. Viss, kas tev maldina un nomāc, Угнетает, мучает. Nomāc un moka. И депрессивное состояние. Un arī depresīvais Во имя Иисуса stāvoklis. прямо сейчас да отступит от тебя. Lai tagad, ja es Я vārdā провозглашаю по Слову Божьему. es pasaku to Dievu Я vārdā. призываю свет Божий в твою жизнь. Es piesaucu Dievu gaismu tavā dzīvē. Развязка приходит в твою жизнь. Lai nāk šī atraisīšana Я tavā dzīvē. провозглашаю откровение приходит в твою жизнь. Es saku, kad atklāsmes nāk tavā О том, каков Бог. par to, kāds ir Dievs. Но Бог откроется для тебя, открывается для тебя по-новому. Lai Dievs atverās tev kā pa jaunam, Не лай, а Бог открывается тебе. un Dievs atklājas tev. Это новое откровение Бога в твоей жизни. Un šī ir tā jaunā atklāsme par Не то, чтобы Dievu как tavā бы Бог dzīvē. другой, Бог новый. Nevis par to, ka Dievs ir jauns vai Dievs ir А как savādāks. Он может определенно в твоей ситуации, в твоих обстоятельствах решить эту ситуацию и обстоятельства. Bet kā viņš tieši šajā tavā situācijā var atrisināt šo situāciju? Во имя Иисуса сон приходит в баланс. Lai nāks miegs balansā. Именем Иисуса Jēzus vārdā. я провозглашаю свет Божий. Es pasludinu Dieva gaismu Я tavā dzīvē. провозглашаю в твою жизнь этот свет Es Божий. pasludinu Dieva gaismu tavā dzīvē. Я провозглашаю откровение свежее. Es saku, ka tev nāks jaunas atklāsmes, Наставление от Бога. būs jaunas Я pamācības. провозглашаю, что там, где ты запутывался в Слове, ты больше не запутываешься, но ты идешь прямо, потому что Слово есть свет Божий. Tur, kur tu maldījies vārdā, tad tagad tu vairs nemaldīsies un tu iesi Dieva Это gaismā. светильник для твоей ноги. Jo tas ir spīdeklis tavām На kājām, всяких твоих путях. jebkurā tavos ceļos. Слушай, даже если ты пошел не туда и сделал не то, что надо, Ja pat tu esi gājis nepareizi un darījis но ты nepareizi, слышишь это Слово, bet tu dzirdēji šo vārdu, и это Слово выводит тебя из этого un неправильного. šis vārds, viņš izved ārā tev no Во šīs имя nepareizajiem Иисуса я ceļiem. провозглашаю Es pasludinu именем Христа Jēzus силу vārdā, Духа Божьего. Dieva spēku. Я иду против всякого духа, не своей силой. Es eju pret visa veida gariem, ne ar savu Я иду spēku. силой Духа Божьего. Es eju ar Dievu garu Я spēku. повелеваю, отпусти народ. Es saku atlaid. Я Dievu запрещаю tautu. тебе удерживать. Es aizliedzu tev turēt. Я запрещаю тебе связывать, Es aizliedzu tev sasniegt, блокировать, bloķēt, удерживать. noturēt. Именем Христа я тебя блокирую, связываю. Всякий дух нечистый, злой. Un ja es vārdā, es sasienu jebkuru ļauno, nešķīsto garu. И всякий, кто это слышит, может двигаться свободно. Un jebkurš, kurš to dzird, var virsīties tajā. И скажи просто со мной так. Un saki man līdzi, Откровения твои я принял. tavas atklāsmes es esmu pieņēmis. Как наследие вечное. Kā mūžīgu mantojumu Навечно. uz mūžīgiem laikiem. Ибо
они веселье сердца моего. jo tas ir mans sirdsprieks. И когда ты принимаешь это, твое сердце Un, исцеляется. kad tu pieņem to, tava sirds tiek dziedināta. Кардиосистема приходит в порядок. Kardiosistēma nostiprināts. Кровообращение во всем теле обновляется. Atjaunojas šī asinsrite Все артерии, сосуды, кровеносные, венозные, все обновляются во имя Иисуса Христа. Jebkuras artērijas un visa šī sistēma tā atjaunojas. Кислород поступает в твой мозг. Skābeklis atjaunojas tavās Из этого ты можешь более ясно думать, видеть, слышать, un no tās tu воспринимать. labāk un skaidrāk dzirdēt, saprast un pieņemt. Во имя Иисуса Христа твой сон улучшается. Jēzus vārdā tavs miegs tiek uzlabots И ты можешь спать. un tu vari gulēt. И во снах Бог тоже открывается тебе во имя Un arī Иисуса. sapņos Dievs tev Он atveras. говорит через сны. Viņš runā caur Его sapņiem. ангелы говорят через сны. Viņa eņģeļi runā caur sapņiem. Слово Божье приходит во снах. Un Dieva vārds nāk sapņos. Принимай все это во имя Иисуса. Pieņem to visu Jēzus. Принимай это все во имя Pieņem Иисуса. to Jēzus. Скажи спасибо, Иисус. Saki, Я paldies, принимаю Jēzus. эти Es откровения. pieņemu šīs Я atklāsmes. принимаю эти откровения. Es pieņemu šīs Я atklāsmes. принимаю наставления. Es pieņemu Я принимаю исправление. Es pieņemu šos izlabošanu, Pārmācīšanu, правильно. pārmācīšanu. Я принимаю. Es to pieņemu. Я принимаю обличение. Es pieņemu То же самое, помазание. pamācības. Я принимаю. Es to pieņemu. Я принимаю, Господь. Es pieņemu, Потому что Ты мой Бог. jo tu mans И я Dievs. знаю, провозгласи со мной. Un И я saki- знаю, Saki, es zinu, что Ты не желаешь мне зла. ka tu nevēli man ļaunu. Я отрекаюсь от этой лжи Es дьявольской. atsakos no šiem vēlna meliem. Я разбиваю во имя Иисуса эти твердыни, Es sagrauju šos cietokšņus, где дьявол наплел мне, что Бог злой, и он наказывает, он меня бьет. to, ka Sātans ir tevī nostiprinājis to, ka Dievs ir ļauns un ka viņš var tikai sist mani. Я отрекаюсь от этой лжи, скажи во имя Иисуса. Saki, es atsakos no šiem meliem. Вон всякая ложь из моей жизни. Prom, jebkuri meli no manas Я dzīves. утверждаю, что мой Бог добрый, Es nostiprinu to, ka mans Dievs ir labs. Щедрый, Viņš ir благой, labs, любящий, mīlošs. Сына своего не пощадивший, Viņš savu dēlu nav žēlojis. чтобы я был в избытке, в изобилии, в любви Его. Lai es būtu pārpilnībā Здесь, на земле, mīlestībā, gan šeit uz šīs каждый день katru и dienu. в вечности Un навечно. tāpat arī mūžībā, mūžībā. Во имя Иисуса. Jēzus vārdā. Спасибо тебе. Paldies tev. Аминь. Amen. Аминь. Что-то происходит реально, дорогие. Вот чувствую прям в духе. Ух. Es to jūtu garā. Аллилуйя. Слава Иисусу. Что-то ломается в твоей жизни. Kā tas mūsu Твердыни сокрушаются. cietokšņi Дьявол теряет хватку. cietokšņi сдавайся. sagrautas. Благодари Sātans, Бога. viņš zaudē savu Я забыл этот стих dzīvi. прочитать. Там написано, было тоже такой момент, что он говорит, там враги, но я завтра не оставлю. Ночью проснулся и хвалю тебя. Аллилуйя. Dāvids arī teica to, ka pat naktī pamostoties, es tevi slavēju. Да, то есть, видите, была трудность, Bija grūtība, bija grūtība, но он говорит, я все равно bet viņš ночью saka, встал tik un tā, и начал прославлять. naktī ceļoties, es tevi slavēju. Да, я нашел вот. Сети нечестивых окружили меня, но я не забывал закона Твоего. В полночь встал, славословить Тебя за все праведные суды Твои. Аллилуйя. Видите? Фух, Kad слава bezdievīgi Иисусу. izmetuši savus tīklus, es tik un tā nakts vidū piecēlu. Я Слово Твое хранил Es tavu vārdu sargāju, и в полночь встал и начал славить. un pusnaktī pieceļoties Видите? sāku slavēt. Хвала, дорогие, это Tātad лучше. slava, tas ir Даже labākais если ierocis. симптомы остались еще, Palika simptomi, ты все равно хвали. bet tu tik un tā И ты slavē. увидишь раз в один день и свобода. Un tu redzēsi Не vienu сдавайся. dienu, un tu kļūsi Не brīvs. сдавайся. Nepadodies. Возьми пример от Давида. Paņem šo Давид piemēru не сдавался. Dāvids Ты nepadodies. победитель. Tu esi uzvarētājs. Я говорю, ты победитель, ты говоришь, да, я такой. Es saku, tu esi uzvarētājs. Ты победитель. Jā, es esmu tāds. Ты победитель. Tu esi uzvarētājs. Ты победитель. Tu esi. Аминь.